Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на нашем кейсе. Третий, третий международный семинар подходит к концу. Четвертый день мы с вами работаем. Мы с Александром Викторовичем сегодня последний кейс по наставничеству. Мы предлагаем... В рамках работы кейса мы предполагали работу следующим образом. Сначала мы рассмотрим практику наставничества в образовательной организации с точки зрения модели ученик-ученик. После этого Александр Викторович озвучит модель наставничества учитель-учитель. Правильно я понимаю, да, Александр Викторович? Ну что, тогда мы приступим к первой модели, практика наставничества в образовательной организации. И модель, мы остановимся сначала на модели ученик-ученик. Мы все прекрасно с вами знаем, что эта модель у нас с вами реализуется. Целью такой формы наставничества является поддержка обучающихся с особыми образовательными или социальными потребностями. И фактически либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. И когда мы проводили семинар, буквально вот в конце апреля, мы более подробно останавливались на этом, и коллеги поясняли, для чего создаются эти формы наставничества. Ну и среди оцениваемых результатов вы видите это повышение, конечно же, во-первых, это повышение успеваемости, улучшение психоэмоционального фона как внутри класса, то есть мини-группы, так и образовательной организации в целом, так и численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций. Ну и, конечно же, это налаживание отношений между обучающимися различных уровней. Мы знаем с вами прекрасно, что есть несколько моделей наставничества, даже в рамках формы ученик-ученик. Их 3. И каждая из этих форм имеет свой портрет, как наставника, так и наставляемого. И фактически общее для них то, что наставник – это всегда активный обучающийся, более старшей ступени, либо уровня обучения, обладающий лидерскими и организаторскими качествами. Соответственно, он обладает каким-то там нетривиальным мышлением, демонстрирует высокие образовательные результаты. Он является победителем, как правило, является победителем школьных и региональных олимпиад, соревнований. Как правило, повторю, это лидер класса или группы, то есть человек, который может за собой повести наставляемого. Ну и наставляемого, вы видите, что есть несколько вариантов, 3 модели. Это первое – успевающий, не успевающий, это наиболее распространенная, даже документально не оформленная на сегодняшний день в ряде образовательных организаций форма наставничества. Вторая – это лидер пассивный. Ну, и третья форма – это равный равному, в процессе которого происходит обмен навыками. В любом случае объединяет все эти три модели внутри формы ученик-ученик – это то, что наставник работает напрямую с наставляемым для улучшения его и психоэмоционального состояния, и образовательных результатов. При этом я напоминаю, что есть определенные этапы программы, они у вас представлены на слайде, их у нас 7. И фактически многие образовательные организации, я напоминаю, что до конца мая все образовательные организации Республики Коми должны разработать программы наставничества, прописать нормативно-правовую базу под каждую образовательную организацию. И, коллеги, я напоминаю, что этапы программы у нас идут 7 представлены. Необходимо грамотно войти в программу наставничества и завершить эту программу. Я не останавливаюсь более подробно, потому что, во-первых, все знакомы с моделью наставничества, и моя цель сегодня именно представить опыт образовательных организаций Республики Коми. Так, о конкурсе лучших практик. Я напоминаю, что на сайте Института развития образования представлена в полном объеме вся информация про этот конкурс. И 31 марта мы впервые под эгидой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми Институт развития провел первый республиканский конкурс лучших практик наставничества, обучающихся лучшим наставникам.
Российские конкурсы на уровне федерации проводились, но мы в нашей республике попробовали так впервые. И вы видите, что сроки были достаточно сжатые, всего лишь месяц. При этом, собственно говоря, и сроки сжатые, и нормативно-правовая база еще была не готова у ряда образовательных организаций. Тем не менее, мы рискнули, запустили, и те материалы, которые мы получили, нас очень и очень порадовали. Приказ, положение, вы здесь все видите. Наша цель была, во-первых, понять, какие практики, какие модели наставничества существуют в рамках формы наставничества ученик-ученик и студент-ученик, и посмотреть, собственно, объединить эти практики и представить педагогическому сообществу уже как некие модели. В этой связи что же мы получили? Вот они требования, просто напоминаю, что была заявка, основные материалы. Коллеги, итогом стало то, что к концу апреля мы получили достаточно большое количество материалов, большое количество вопросов, и поэтому я позволю себе сегодня несколько остановиться буквально в 2 словах об итогах этого конкурса. В конкурсе приняло участие, порадовало то, что были представлены конкурсанты на обе формы наставничества, и ученик-ученик, и при этом мы постарались, и студент-студент причем, и вторая форма наставничества студент-ученик. Были представлены работы из городов Воркута, Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Усинск. При этом, что больше всего порадовало, что в ходе экспертной оценки члены жюри конкурса отметили разностороннюю тематику и высокий уровень качества представленных работ. При этом присутствовал творческий подход к подготовке материалов обучающихся. Были представлены разнообразные модели наставничества. Например, в рамках модели ученик-ученик это были представлены такая как модель, это подготовка к олимпиадам по физике всех уровней. Например, в ходе обучения в школе лидера, в школьном медиацентре, обучающиеся школы помогали воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья в детских садах. Например, те же самые обучающиеся школы помогали пациентам детского отделения городской больницы, детской больницы, например, город Усинск. Наставничество в рамках проектов, связанных с 75-летием Великой Победы и так далее. То есть модель ученик-ученик, форма наставничества ученик-ученик, представлены были все модели, и порадовало отдельно то, что представлены были работы и в форме наставничества студент-студент. В данном случае конкурс выявил, что, к сожалению, на территории Республики Коми либо же слабо представлено, либо же коллеги просто не в рамках сжатых сроков не успели подать и представить форму наставничества студент-ученик. Была представлена только одна работа, коллеги, но было очень интересно, как студентка 3-го курса университета наставляла обучающиеся 6-го класса школы номер 13 города Воркуты. И порадовало то, что инициатором данной формы наставничества выступила именно образовательная организация «Школа». Поэтому отдельно им спасибо за это. И в завершении более подробный анализ мы проведем на вебинаре, посвященном итогам данного конкурса. Если будут возникать вопросы, обращайтесь, пожалуйста. А сейчас я хотела бы показать небольшой видеоролик, посвященный как раз, может быть, коллеги, кто-то его уже видел, на телеканале Юрган, победитель, один из победителей, скажем так, нашего конкурса представил.
Имена лучших наставников среди школьников и студентов. Конкурсные работы поступили из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Воркуты и Сосногорска. И прямо сейчас в студии один из победителей, ученик 10 класса физико-математического лицея-интерната Денис Рубцов. Денис, здравствуй. Здравствуйте. Денис, расскажи, почему ты решил принять участие в этом конкурсе? Я решил принять участие в этом конкурсе, потому что я несколько раз был в образовательном центре «Сириус», 4 раза, если быть точнее. Я принимал участие во многих олимпиадах, в том числе и во Всероссийской олимпиаде школьников, и в Международной олимпиаде по экспериментальной физике, и других. Поэтому мне всегда было и есть чем поделиться и со своими сверстниками, и одноклассниками, и в том числе с более младшими школьниками. Поэтому в течение уже около 1,5-2 лет я занимался этим, то есть проводил некоторые семинары с школьниками из своего лицея, иногда помогал им советом, еще чем-то, и вот решил принять участие в этом конкурсе. Нравится тебе быть в роли наставника? Да, нравится. А кто вот для тебя что в твоем понимании, кто в твоем понимании наставник? Но наставник, он не только учит, но он также и помогает, советует, как-то ведет, показывает верную дорогу, и хвалит, и ругает. Ну, в общем, наставник он включает в себя много чего. А кто у тебя есть наставник? Да, у меня есть наставник. Я очень благодарен своему учителю физики в лицее Антоновой Елене Альбертовне. Ну и, безусловно, я благодарен всем лицейским учителям и всем, с кем мне приходилось когда-либо работать. Какие-то качества берешь от своего наставника, примеряешь к себе? Ну, Елена Альбертовна очень ответственный наставник. Она всей душой всегда за своих детей. Ну и как-то я стараюсь это тоже брать от нее. Ответственность. Самое главное – это ответственность наставника, да? Ответственность очень важна. Да. Расскажи, как проходил конкурс, что нужно было для этого сделать? Да. Конкурс проходил около месяца, но я поздно узнал о нем, поэтому мне пришлось в последние 2-3 дня все делать быстро. Что нужно было сделать? Нужно было составить анкету участников, в которой нужно было также объяснить, что такое наставничество, цели, задачи наставничества. Нужно было прикрепить отзывы своих наставляемых, их достижения, свои достижения, может быть, какие-то рекомендации написать нашему Министерству образования, как я вижу развитие этого направления в будущем, потому что это возрождающееся направление, и они хотят, чтобы оно развивалось. И как ты видишь развитие? Ну, если говорить про развитие наставничества в плане ученик-ученик или студент-студент, то я считаю, что ученики или студенты, которые много где были, и которым есть чем поделиться, они могут вести какие-то кружки при школах, при институтах. Это, в общем, такая... Эта практика уже используется, например, в Москве и в Петербурге, где студенты высших учебных заведений ведут занятия у школьников. Будем надеяться, что у нас в Сыктывкаре тоже это будет. Денис, знаешь, что да, ты общался... Мне кажется, что словами Дениса можно подвести итог нашему конкурсу наставничества по модели ученик-ученик, потому что действительно, во-первых, необходимо... отношение такое серьезное к наставничеству и не бояться при этом участвовать в программах наставничества, потому что действительно у нас есть многие ребята, которые много где участвуют, в каких мероприятиях принимают участие, и поделиться своим опытом с другими очень бы хотелось. Поэтому на этом я заканчиваю. Коллеги, где можно ознакомиться с нормативно-правовой базой? Вижу вопрос. Давайте мы на все вопросы ответим после выступления Александра Викторовича и... Да.
Я думаю, что в своем выступлении я также немножко раскрою вот этот ответ, дам, вернее, ответ на этот вопрос. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мне хотелось бы в продолжении того выступления Натальи Николаевны, которое она сделала в отношении конкурсной деятельности, также рассказать о тех конкурсных мероприятиях, которые мы проводили в течение этого года и которые проводятся в том числе в настоящий момент. Традиционно в рамках реализации проекта «Молодые педагоги» мы готовим республиканские мероприятия, и в этом году их ракурс, так скажем, немножко изменился. Мы уже сориентировались не только или, может быть, не столько на деятельность молодых педагогов, а на непосредственно диады, то есть педагог-наставник и молодой педагог. И, в общем-то, планировалось непосредственно проведение данного фестиваля молодых педагогов и их наставников по нескольким этапам, но в силу известных всем нам событий мы, к сожалению, смогли провести только заочный этап, где данные команды и педагог-наставник, и молодой педагог представляли свои инновационные идеи. То есть это были совместные проекты, совместные идеи, которые в данном случае они презентовали непосредственно уже как некий такой вот педагогическая находка, новинка и так далее. Подобная ситуация заставляла, в общем-то, и наставника, и молодого педагога, молодого специалиста найти то, что можно презентовать именно как совместный проект. Это было главным условием, и мы действительно подвели уже итоги, и содержание материала достаточно интересное, недостаточно, это слово здесь неуместно, оно интересное, оно ценное, и мы по окончании данного этапа подготовили уже макет, в данном случае, проектов, представленных на данный конкурс, но я полагаю, что в следующем году это, так скажем, направление у нас сохранится, и мы обязательно проведем и очный этап, который как раз предполагал уже командное участие и педагога-наставника, и молодого педагога, принять участие в очных мероприятиях, связанных непосредственно с демонстрацией профессиональных компетенций и не только. Также в настоящий момент мы проводим непосредственно республиканский конкурс лучших практик по сопровождению молодых педагогов в образовательной организации. И одна из номинаций как раз у нас ориентирована в первую очередь на педагогов-наставников, и она связана в общем-то, с проведением ряда мероприятий, самых разнообразных, с молодыми специалистами, которые мы сопровождаем в образовательных организациях и учреждениях. Я хочу напомнить, что до 30 мая мы принимаем непосредственно все конкурсные материалы, поэтому если кто-то заинтересован или заинтересуется, вы можете непосредственно принять активное участие в этом конкурсе. Данная информация размещена непосредственно в новостной ленте института, и можно с ней непосредственно ознакомиться. Ну, за оставшееся время я постараюсь, возможно, не раскрыть полностью, так скажем, да, практику наставничества в образовательной организации по данной форме, но акцентировать ваше внимание на некоторые непосредственно моменты. В частности, первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это как раз Национальный ресурсный центр наставничества «Ментори». И здесь есть непосредственная ссылка. Данный центр, в общем-то, и специалисты этого центра принимали участие в разработке методологии или целевой модели наставничества, которая внедряется в рамках нескольких федеральных проектов и в целом в рамках национального проекта образования. Так вот, предварительно изучив взаимодействие в рамках формы учитель-учитель, наставник и наставляемый, то есть какие эффекты дает непосредственно реализация программ, было обнаружено, что реализация программы наставничества для самого наставника способствует повышению уровня удовлетворенности собственной работы, повышает уровень благоприятной эмоциональной атмосферы в коллективе в целом, развивает так называемые метанавыки педагогов, которые чаще всего соотносятся с софтами, с мягкими навыками, то есть критическое мышление, системное мышление, коммуникация педагогов и так далее. Также в рамках исследования было подтверждено, что существенного влияния на уровень профессионального выгорания и в целом профессиональной успешности участие в программах наставничества, наставников в данном случае, да, не оказывает влияния.
поскольку большинство наставников или тех педагогов, которые могут выступать в этой роли, могут действительно в качестве причин отказа называть именно данные моменты, но на самом деле этого действительно, как вы видите, не происходит. С точки зрения наставляемого, реализация программ наставничества, как правило, позволяет повысить уровень удовлетворенности в целом своей собственной работы и также развивает непосредственно мягкие навыки. Данный ресурс является достаточно информативным, и те, кто действительно занимается и ответственны в данном случае за реализацию, за внедрение целевой модели наставничества на уровне образовательной организации, могут ознакомиться с материалами этого центра. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание еще раз. Это целевое назначение внедрения данной модели, данной формы наставничества. Во-первых, это успешное закрепление на месте работы или должности педагога молодого специалиста. И вот эта часть цели четко обозначает, в общем-то, адресность данной формы. В первую очередь, это действительно все молодые педагоги, которые поступают в данном случае или приходят в образовательную организацию для осуществления профессиональной деятельности. Повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. В общем-то, вы можете сказать, что это достаточно такое классическое представление о том, что у молодого педагога всегда должен быть непосредственно наставник. Но данная в данном случае форма наставничества предполагает, что в качестве наставляемых могут быть педагоги, относящиеся вот к этой ситуации, которая здесь обозначена в нижнем правом углу как адаптант и дезадаптант. То есть фактически, когда человек меняет место работы, то есть он переходит, например, с одной образовательной организации в другую, и эта ситуация для него становится непосредственно ситуацией профессиональной адаптации, и эта ситуация может использоваться для того, чтобы обеспечить участие непосредственно данного специалиста в программах наставничества. Ну и другая ситуация – это когда человек, наоборот, испытывает в рамках профессиональной деятельности, возможно, профессиональная деформация, демонстрирует профессиональное выгорание и так далее. То есть в целом это признаки условной, так скажем, дезадаптации. И если действительно такая форма профессиональной деятельности, например, замечается, да, за каким-то специалистом, то, конечно же, мы можем предложить данную универсальную форму наставничества для того, чтобы человек принял участие в подобных программах, да, в программах непосредственно наставничества. Я хотел бы обратить ваше внимание сегодня, опять же, не на содержание этапов, поскольку они достаточно тоже информативны в этом отношении, и все презентации у нас будут представлены по окончании работы. Вот на данный в данном случае слайд, в котором зафиксированы возможные типы наставников. Данное мнение является, так скажем, да, личным, то есть это мое, так скажем, видение в целом, но мне хотелось бы его прокомментировать относительно типов наставников. Мы можем взять первый вариант, это опытный педагог, молодой специалист, и действительно в рамках внутреннего контура, а здесь имеется в виду в рамках методологии, конечно же, это уровень образовательной организации, а внешний контур – это все иные организации, специалисты которых могут стать непосредственно для работников образовательных организаций наставниками. Конечно же, это педагоги, заинтересованные в тиражировании личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы. Например, во внешнем контуре это могут быть методисты муниципальных методических служб, например, это могут быть специалисты, которые являются членами республиканских методических объединений. Это могут быть непосредственно участники самых разнообразных проектов, региональных, федеральных и так далее. Например, это может быть виртуальный или, как сейчас называется, дистанционный наставник и прочее. И, кстати, тот ресурс, о котором я говорил в самом начале, представляет непосредственно такую возможность. С другой стороны, если мы говорим о таком варианте, как лидер педагогического сообщества и педагог, испытывающий проблемы, да, то здесь, посмотрите, пожалуйста, эта ситуация, в общем-то, как раз профессиональная часть дезадаптации, и здесь в качестве наставников могут выступать педагоги, могущие оказать действительно поддержку, сочетаемую именно с профессиональной помощью.
Я не буду сейчас останавливаться подробно, поскольку на самом семинаре, который мы проводили по наставничеству, мы достаточно подробно это обсуждали. Также это практические психологи консультационных центров, если не такая помощь, например, необходима, либо сотрудники некоммерческих организаций, которые, в общем-то, могут оказать подобную поддержку. И педагог-новатор, консервативный педагог, в данном случае не обязательно молодой специалист может быть только в роли наставляемого, но если он обладает, например, какой-либо, знает, владеет, имеет навыки, так скажем, да, какой-либо определенной технологии, может быть, например, в рамках информационно-коммуникационных технологий и так далее, то он непосредственно как обладатель определенного опыта, навыков и так далее может для педагогов иных, отличающихся определенной консервативностью, может быть, ригидностью и так далее, выступить в роли наставника. Ну и также это, конечно же, сотрудники НКО, участники региональных социальных проектов, также выпускники, например, которые заинтересованы в поддержке своей школы и так далее, и которые могут составлять, так скажем, да, сообщество благодарных выпускников в целом, которые могут действительно оказать непосредственно помощь именно педагогам. То есть, например, если вы выпустили замечательного выпускника, который в другой образовательной организации является ведущим специалистом, ведущим педагогом, например, то вы действительно можете его пригласить, например, для того, чтобы он мог стать наставником, например, для кого-то. Ну и традиционные, тоже часто встречающиеся в образовательных организациях, последний вариант – это опытный предметник и неопытный предметник. То есть здесь мы говорим уже о проявлении реализации непосредственно, в данном случае, методической, в большей степени непосредственно помощи. То есть, резюмируя, я хочу сказать, что внедрение новой методологии расширяет в целом реализацию такой формы наставничества, как учитель-учитель. Ну и у нас остается не так много времени, мы как раз хотели бы вернуться непосредственно к вопросам. Я постараюсь сейчас, наверное, как раз предыдущий слайд вам показать. Сопровождение внедрения целевой модели наставничества у нас есть распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, это федеральный уровень, и 2 приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 15 апреля 2020 года, по которому мы до 15 мая, то есть во всех образовательных организациях, должны были установить непосредственно координатора по внедрению методологии или целевой модели наставничества на территории Республики Коми. Ну а 13 мая 2020 года вышел 334-й приказ Министерства об организации деятельности экспертной рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества. Согласно данному приказу, институт выступает в качестве, так скажем, главного оператора в реализации данного проекта, то есть по внедрению целевой модели наставничества на территории Республики Коми. Ну и, естественно, все вещи в этом отношении по сопровождению образовательных организаций и так далее будут закрепляться непосредственно за институтом. В настоящий момент готовится непосредственно на сайте института вкладки, либо это будет самостоятельный сайт по сопровождению наставничества в целом, там, где все методические рекомендации и тем более нормативные акты, о которых мы сейчас с вами говорим, будут обязательно размещены. Адрес на видео, я думаю, что мы постараемся это, конечно же, сделать, уважаемая Ирина, но также вы можете найти, я думаю, что в разделе «Студия 11» на канале Юрген. Уважаемые друзья, мы очень благодарны, что вы, несмотря на то, что мы завершаем уже 4-й день 3-го международного методического семинара «Эффективный учитель, эффективная школа», нашли все-таки время для того, чтобы, ну, не скажу, что погрузиться, но, по крайней мере, ознакомиться с определенными уже достижениями в этом направлении на территории нашей республики. Мы выражаем огромную благодарность всем образовательным организациям, которые включаются и включились в эти процессы, и желаем всем успехов. Всего доброго.